Может быть, вот новое поколение абхазских политиков, кстати, я здесь не делю на властную и оппозиционную, все равно с этими людьми придется разговаривать так или иначе. Ну, не лично с Адгуром Ардзинба, с какими-то людьми, кто за него голосовал. Может быть, по ошибке, по заблуждению, по иллюзии. Сейчас мы не забираем. Там много всего было. И иллюзии были, и ошибки, и все прочее. Но люди есть. Критиковать они будут. Поэтому для устойчивости власти, вот если не одним избирательным циклом мыслить, а широкими, так сказать, перспективами, так можно ж в объятия заключить даже противника, да, и в конце концов сделать его, так сказать, работающим ради тебя. И опять повторюсь, у Абхазии есть этот опыт, есть на что опираться. Вот я так задаю себе вопрос, а что, Багапш так любил Хаджимба? Нет. И наоборот. Но в конце концов дело же не в любви. Два серьезных мужчины, два серьезных политика, умных политика сели и договорились. Да, мы сейчас идем вместе, общим тандемом. Повторюсь, не про любовь дело. Не в любви там были соображения. Можно говорить и об очень уважаемом мной человеке Сергее Мироновиче Шамбо, с которым я много лет общаюсь, и он всегда, ему можно в любое время позвонить, что-то спросить, обменяться мнениями. Ведь и у Сергея Мироновича нельзя его было называть прям стопроцентным сторонником Багапши того же самого, да, или Анкваба. Но он вот пытался такую третью силу как бы. Его опыт как модератора, как переговорщика, грамотного переговорщика был востребован. То есть в Абхазии эти традиции. Это не то, что вот надо их с нуля изобретать.